традиционно якутский, если этот термин применим, традиционно якутский, точнее даже фантазия на тему того, как они могли бы выглядеть. Потому что ни одного доспеха законченного нам, к сожалению, нету их. Это была очень ценная вещь, она передавалась из поколения в поколение. И, ну, по рассказам, так сказать, типа по историографии, просто вот все доспехи взяли и перековали их. Ну, вообще, я готовился последний, наверное, месяц-полтора. У меня должны были быть другие доспехи совершенно. То есть я ими занимался долгое время, но из-за того, что у меня, навыки не позволяли, потому что это очень, действительно трудоемкое дело. Да, мы готовились где-то месяц. Да, это желание детей. Там коляска детская. Ага. Сделали скелет корабля из труб пластиковых. В прошлом году это был песок. Апа. И на эти трубы досками заколотили. А здесь евофом, ворбла, фом-клей. Также здесь натуральная кожа, корсет и платье из искусственной кожи. Также лен и так далее. Я каждый год участвую с первого гигфеста, да. Я представляю ведьму из игры Лига Легенд. Меня зовут Ари. Костюм полностью готовил мой супруг. Ага, он от и до все сам сделал, да. Полностью все это ручная работа, тонкая. Второй год участвую. Ага. Первый год был сын, а в этом году я. В следующем году будет сам муж. Занимаюсь косплеем около 5 лет. Постоянно участвую в профессиональном косплее. Один раз занимал первое место, потом 3 место. Сейчас хочу опять первое занять, конечно. Потратил на этот костюм 2 своих отпуска месячных. Я этим занимаюсь уже очень долго, для меня это как раз плюнуть. Рука набита, закрытыми глазами делаю. Время надо было успевать по времени только, вот костюм из строительных материалов, там, из всякого барахла, что под рукой было, из того и собирал. А что вас вдохновляет именно в создании таких костюмов? Дарить людям эмоции, людям нравится подходить, спрашивать, как, что, как у тебя получилось. Настроение дарить приятно, конечно, когда тебя все фотографируют, обнимаются. А что за персонаж? Это Рубик из Dota 2. Очень интересный, харизматичный персонаж, его многие знают. Ощущения отличные. Я в прошлом году не участвовал, но сейчас меня позвали как жюри. Во-первых, вдохновляет делать невозможное, то, что, как сказать, допустим, мы смотрим в телевизоре, либо в телефоне, мы это делаем в реальности, и приятно то, что люди могут прийти и сфоткаться, и воплотить или посмотреть, как она выглядит на самом деле. Организация супер. В этом году жюри более облегченно прошло, потому что мы задействовали мою команду, да, которую делали выставку, и все прошло гладко. Это субкультура становится популярнее, и в этом году 1000 участников, это косплей, представьте себе. Каждым годом все увеличивается, и мне кажется, в следующем году это будет юбилейный год. Да, 10-й год, да, поэтому я не знаю, что там будет. Мне кажется, там 2 стадиона нужно, Мы пришли сегодня как в качестве зрителей. Я многодетная мама. Пришла со своими ребятишками посмотреть косплей известных аниме, манго. И вот это мои дети очень интересуются, поэтому чтобы им... А вам самим интересно? Мне тоже интересно, я тоже аниме смотрю с удовольствием, тоже вместе с ними. Семейный. Фестиваль очень нравится, мне очень нравятся костюмы, как дети переоделись в эти милые костюмчики, они такие веселые все ходят. Мне нравится косплей, потому что люди могут показать, кого они любят, какое аниме. Мы в прошлом году участвовали. Участвовали? Да. А в этом году почему не участвовали? Дел много, не до этого было, так что... Раз одинаково приходить не то. Ага. И новых идей не было пока, кажется. Как будто бы костюмов меньше. Да, в прошлом году были очень такие масштабные костюмы, там огромные какие-то роботы всякие были. Да. В этом их я что-то не видел. Но тоже классные костюмы есть, конечно.